Молодежь, как будущая нация, во все времена представляла собой особую ценность для общества. Участие молодежного крыла Новой Гагаузии в общественной и политической жизни автономии, об этом мы поговорим в ходе нашей передачи «Дискуссия» с руководителем Степаном Кара и Кристиной Топал, секретарем общественной организации. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, время на месте не стоит, жизнь кипит, бурлит, сменяет друг друга поколение за поколением. И вот часто мы слышим от старшего поколения, что молодежь не та пошла. Вот как вы считаете, что нужно сегодня молодежи? Я считаю, что сегодня молодежь именно та, которая должна быть, потому что в каждом периоде своя молодежь, в каждом периоде есть свои моменты, свои условия, при которых молодежь растет, воспитывается и так далее. То есть чуть-чуть старшее поколение, но ошибается, да? Может быть, потому что оно росло в другом времени, а мы растем в другом времени. Поэтому им кажется, что нынешнее время, оно немножко неправильное, либо не такое, какое им хотелось бы его видеть. Молодежи сегодня чего не хватает? Если говорить конкретно о Гагаузии, то сегодня молодежь недостаточно занята, недостаточно у нее сегодня много свободного времени, да? Много свободного времени есть, и им некуда просто деть свой потенциал и свою энергию. Нет тех условий, при которых бы... Чем-то, значит, их надо занять. Да, нет тех условий, в которых молодежь сегодня могла бы развиваться, раскрывать свой потенциал и вносить в полном размере свою помощь Гагаузии, своему городу, своему селу, общественности в целом, да. Кристина, ваше мнение? Что? Мне кажется, что как время меняется, так же и молодежь меняется. Не может быть всегда молодежь с одними интересами или с какими-то своими взглядами весь период и все века. И также хотелось бы, чтобы для молодежи было больше развлечений, также больше рабочих мест, чтобы молодежь была занята своим делом, а не, как можно сказать, бездельничала, наверное. Вот вы отметили, что нужно занимать молодежь, да, чтобы они были заняты чем-то. Вот чем сегодня можно занимать молодежь? Ну вот в рамках нашей общественной организации молодежного крыла Новой Гагаузии мы стараемся каждую неделю провести какое-то мероприятие для молодежи Гагаузии, созваниваемся с ними, предлагаем им свои варианты, также слушаем их мнение, куда бы им хотелось поехать, чтобы они хотели для себя нового открыть. И учитывая их мнение, мы со Степаном вместе принимаем какое-то решение и пытаемся этой молодежи что-то интересное преподнести. Степан, какую роль играет ваша организация в Новой Гагаузии? Именно молодежное крыло. Ну, молодежное крыло сегодня, первая задача у нее собрать всю молодежь нашей Гагаузии, независимо от политической принадлежности. Мы поставили для себя цель, чтобы сегодня это стало именно той организацией, где молодежь могла бы чувствовать себя спокойно, комфортно, где молодежь могла бы найти новых друзей, потому что мы видим, что на протяжении последних лет у нас много разногласий среди старшего поколения, среди более молодого поколения идет именно из-за политических вопросов. Я считаю, что это категорически неправильно, потому что у нас сегодня Гагаузия это маленькая автономия, всего лишь до 150 тысяч, а те, кто постоянно здесь проживает, это около 100 тысяч людей. Поэтому нам сегодня на территории Гагаузии нечего делить, незачем спорить. Нам надо сегодня молодежь объединять, чем мы стараемся заниматься. Слава Богу, у нас это получается. Мы с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем у нас наша организация расширяется. На сегодняшний день у нас уже есть в каждом населенном пункте первичные организации. Также у нас есть мощная организация, это в наших крупных населенных пунктах. Центр вашей организации здесь в Камрате, Центр нашей молодежной организации находится в Камрате, где мы постоянно раз в неделю минимум проводим, а иногда и 2 раза в неделю проводим собрания с молодежью, с активом нашей молодежной организации. Также мы делаем... Где вы собираетесь? Здесь только в Камрате или ездите по селам? Собрание проводите? В начале этого года мы сделали в каждом населенном пункте выездное собрание. Был я там, был секретарь нашей организации, мы там встречались с молодежью, обсуждали совместно те проекты, которые мы планируем сделать в этом году. Также иногда мы делаем выездные собрания
в Камрате, в других местах, Чтобы удобно было сельской молодежи, да? Да, чтобы молодежь выехала куда-нибудь из своего населенного пункта, чтобы она также имела возможность познакомиться с представителями и других молодежных организаций со всех уголков Гагаузии. Как бы с этой целью мы это и делаем, потому что сегодня политика, она приходит, уходит. У нас каждые 5 лет, если обратить внимание, власть, каждые 4 года власть все время меняется. То одна партия приходит, потом другая партия приходит, третья, четвертая, пятая и так далее. То есть вы участвуете и в политической жизни? Нет, мы в политической жизни участвуем, но не отстаиваем интерес какой-либо политической партии. У вас свои взгляды? Да, у нас свои взгляды. Мы продвигаем наших молодых ребят, это и муниципальный совет, и в определенные структуры государственные, чтобы они там могли набираться опыта, чтобы мы могли сегодня подготовить молодых кадров, которые будут в будущем управлять автономией, можно сказать. В будущем управлять в автономии, у них не будет цели, окончив свое учебное заведение, уехать за границу на заработки. А у них будет цель сегодня остаться на территории Гагаузии и работать во благо нашего общества. Благие цели, хорошие. Кристина, а сколько у вас всего молодежи? Вы отметили, что в каждом селе есть у вас организация, примерно сколько у вас набирается? Точное количество я сейчас так не могу сказать, но более 1000 молодых людей состоят в рядах Новой Гагаузии, и также в каждом населенном пункте у нас есть своя первичная организация, где есть руководитель молодежной организации по своему населенному пункту, также секретарь, заместитель. Если с кем-то мы не можем связаться, то мы обязательно находим кого-то другого и связываемся с ними. То есть вы отметили, что вы собираетесь молодежь, куда-то выезжаете, проводите собрания, но не только проводите, но и как-то организуете отдых, да? Почему вы выбрали этот путь работы с молодежью? Не легче было уехать куда-нибудь и как обычно делается? Уехать всегда можно, но нужно стараться развиться в своей стране, в своей автономии. И помочь своей автономии. Также хочется, когда закончив университет, чтобы молодые люди здесь обустраивались и не покидали свои родные стены, свой родной город. И хочется помочь молодежи, чтобы государственные учреждения были заполнены молодежью, чтобы работала молодежь. Степан, что вами движет? Я не раз и выезжал за границу, у меня так... Есть опыт, да? Да, есть опыт. Я и всегда, с детства, можно сказать, с молодости, и в молодости, в это время всегда хотел и хочу остаться на своей родине, там, где я родился, там, где мои друзья, близкие, родные. За границей, конечно, это сегодня легче уехать, но сегодня... Надо улучшать жизнь у нас здесь, Я считаю, что не надо ставить цель идти по самому легкому пути. Надо ставить цель для того, чтобы сегодня достичь какого-то результата. Может, это не будет легко, но это будет намного приятнее, когда ты достигнешь этого результата, чем просто уехать куда-нибудь за границу и на все махнуть рукой. Я, когда шел и в муниципальный совет, также хочу отметить, что благодаря именно Новой Гагаузии, благодаря молодежному крылу нашей организации, я сегодня стал муниципальным советником, являюсь самым молодым муниципальным советником на территории Молдовы. Также набрал наибольшее количество голосов в нашем городе. Это говорит о том, что молодежи сегодня это интересно и что молодежи это сегодня нужно. Потому что даже в таких организациях, как Примария, как муниципальный совет, мы там набираемся опыта, учимся много чему новому. Чему хорошему научились в муниципальном совете? Какие вопросы там решаются? Регулярно муниципальный совет – это то место, куда постоянно обращаются наши жители, ко мне как муниципальному советнику, кому дорогу надо ремонтировать, кому нужна материальная помощь, кому лампочку поменять на столбе, мусоросвалки ликвидировать незаконные, тротуары и так далее. И как муниципальный совет наш работает? Слава Богу, сегодня все муниципальные советники между собой находят общий язык, и когда есть вопросы, которые касаются нашего города, мы все вместе объединяемся, независимо также, повторюсь и отмечу, что независимо от политической принадлежности, у нас в муниципальном совете сегодня есть и представители
нескольких партий, не буду их называть. Также у нас большинство советников это независимые муниципальные советники. Мы все вместе объединяемся совместно с руководством города, с представителями муниципального совета и работаем на благо города. Нас люди выбрали для того, чтобы мы сегодня приносили пользу своему городу, а не занимались политикой. Доверяют вам люди? Я думаю, Когда выбирали, доверяли. Это Когда понятно. выбирали, доверяли. Сейчас? Да. Сейчас, думаю, что доверяют, потому что мы не давали повода для того, чтобы нам не доверяли. Угу. Через год увидим, доверяют или не доверяют. Скажите, вот вы говорили о том, что у нас молодежь уезжает, да? Вот какие проблемы, вот наиболее важные проблемы вы видите у нас в автономии, которые вот необходимо решить, да, для того, чтобы остановить вот этот отток молодежи из нашего региона? Вот какие проблемы? Самая большая проблема это безработица, потому что сегодня молодой человек, молодой специалист, который закончил тот же университет и имеет высшее образование, ему просто негде трудоустроиться. Ну, даже если есть трудоустроиться, то... Вы имеете в виду трудоустроиться по специальности, да? Даже если не по специальности. У нас такие зарплаты, при которых... То есть у нас, скорее всего, проблема в зарплатах. Да, и в зарплатах, и в работе. Допустим, есть много ребят, которые работают на 2, на 3, на 4, на 5 тысяч лев, но многие из молодых ребят даже на эту зарплату не могут найти себе. То есть это недостаточно, работу. чтобы обеспечить? Это недостаточно, потому что при нынешних ценах, которые у нас сегодня есть, когда молодой специалист себе заработает, создаст семью, купит жилье, автомобиль, сможет содержать свою семью. Молодежи хочется хорошо жить. И жить там, где хорошо, правильно? Хорошо, это не имеется в виду, что молодежь сегодня хочет жить на широкую ногу. Если нужно... Хорошо, это в среднем. Да, в среднем, чтобы человек мог обеспечить свою семью, иметь свое жилье, иметь средства передвижения, чтобы он мог жить нормальной жизнью. Кристина, ваше мнение? Я считаю так же, как и Степан, потому что в нашей в стране и в Гагаузии нехватка рабочих мест, также низкие заработные платы. Например, ты когда заканчиваешь университет и по специальности хочешь устроиться, и тебе предлагают работу на 2000 лей, либо 1500, то не очень хочется. Многие соглашаются, идут, но со временем у них поднимается зарплата, а некоторые ребята не хотят ждать этого времени, и легче всего находят выход, это уехать из Гагаузии куда-то на заработки, то ли в Европу, то ли в Россию. Поэтому мне кажется, что это А вот как вы считаете, если вот предоставить молодым специалистам жилье, еще и бесплатно, вот это помогло бы как-то остановить нашей молодежи в регионе? Я думаю, что это помогло бы и было бы хорошим толчком, но не в достаточной степени. Потому что сегодня молодежи в первую очередь это является работа, заработок. Сегодня... То есть работа важнее, чем жилье? Такова проблема жилья у нас сегодня в Гагаузии, я так думаю, что нет, потому что сегодня у нас 5-10 лет последних был массовый отток молодежи и более старшего поколения, поэтому у нас сегодня нету такой большой проблемы с жильем. Но это также необходимо для наших молодых специалистов, которые, допустим, будут приезжать из сел работать в нашем городе, или которые будут приезжать из-за границы в наш город обратно к себе домой. Этим ребятам, конечно, нужно жилье, чтобы они имели место, где остановиться, чтобы они знали, что у них есть на что опираться. Вот я знаю, что недавно отпраздновали День России в Кангазе, и вы были организатором этого праздника, да? Да. Расскажите, как вы провели, как вам удалось в Кангазе, почему в Кангазе, не в Камрате? Нам хотелось поменять место проведения, потому что постоянно проводят в Камрате, так как Камрат является столицей нашей автономии, и обычно все концерты проводятся в Камрате. Также мы не захотели приглашать каких-то артистов из Молдовы, либо за рубеж. Мы решили провести концерт именно с местными жителями Кангаза. Мы пригласили всех известных людей Кангаза, которые умеют петь, либо танцевальные коллективы Дом культуры, либо танцевальные коллективы села Кангаз, и провели мероприятие с ребятами, которые проживают именно в Кангазе. Мы обычно проводим все мероприятия в Камрате, но на этот раз мы решили сделать такое выездное мероприятие.
Обрадовать молодежь. Да, Кангаза, да. обрадовать молодежь, всех жителей, потому что на этот праздник были приглашены Не только молодежь. не только молодежь, а все жители Кангаза. Этот праздник проходил под патронатом лидера Новой Гагаузии, это Николая Ивановича Дудогу. Мгм. И, на мой взгляд, праздник получился очень интересным, потому что там выступали перед жителями только наши гагаузские Артисты, да? таланты, артисты, да. Всем понравилось, все были довольны, и потому что Кого вы пригласили? Кто там выступал? Как вообще мероприятие прошло? Там выступали детские танцевальные коллективы села Кангаз. Мгм. Также там выступал Михаил Пачи. Михаил Пачи, Елена Пачи, Елена Пачи, и их ансамбль. которые в Комкультуре они имеют свой как ансамбль, и их там, по-моему, 4 человека, не помню точно, как они называются, также была еще одна группа. Но я знаю, что вы группа потом... Ясти, кажется, если Да, не они ошибаюсь. тоже с Кангаза. Эти ребята, они тоже в России находятся, но... Приехали, да? Да. Но я знаю, что вы и фильм какой-то там показывали интересный, Да, да? фильм «Танки», этот фильм был фильм этого года. Мгм. В нем выступает в главных ролях Мерзликин Андрей. Мерзликин Андрей. Он недавно также был у нас в Камрате, и мы смогли организовать встречу нашей молодежной организации с ним, где у ребят была возможность с ним познакомиться поближе. Он рассказал о своей творческой деятельности, как он достиг такого высокого результата, потому что это сегодня актер, который известен не только на территории России, но известен далеко за границей, за рубежом. А вообще сложно сегодня работать с молодежью? Нет, я бы сказала, что... У вас разные мнения. Ну давайте по одному. Нет, Кому-то не сложно, кому-то с сложно. молодежью несложно работать, если у вас, если есть желание и у молодежи, и если это желание исходит из того человека, который что-то организовывает для Вот в молодежи. том-то и дело, что желание молодежи должно быть. Ну, еще. желание молодежи есть, они с большой охотой приезжают на все наши мероприятия, предлагают также свои идеи, и когда я с ними созваниваюсь, то они очень приветливо со мной и общаются, и также предлагают свои идеи для проведения каких-то мероприятий. Степан, чем вы можете их заинтересовать так, чтобы они приехали, когда С нужно? молодежью есть и небольшие трудности. Скажу, какие. С молодежью сегодня очень трудно работать в том плане, что сегодня вся молодежь, наша гагаузская особенно, она полна энергии, полна инициатив, идей, но у нас создаются большие проблемы при реализации этих планов, идей, потому что сегодня сложно в Гагаузии реализовать какие-то серьезные масштабные проекты, которые пойдут на благо всего нашего региона. Мгм. А если брать там организацию спортивных мероприятий, культурных мероприятий, тренингов для молодежи, это не составляет нам труда, но от этого нет такого эффекта, который бы действительно ощущался бы. Мгм. А вы затронули Для всех. спортивные мероприятия, что организуете. Какие спортивные мероприятия вы организовали? 2 июня мы проводили на центральной площади города Камрат масштабный праздник День защиты детей. Мгм. Там наша программа была составлена из 2 частей. Первая часть была организована для молодых ребятишек, для детей. Мгм. И там были организованы соревнования велосипедный спорт, рисунки на асфальте, шашки, дартс, пазлы и так далее. Вторая часть уже после обеда мы организовали турнир по вольной борьбе, где было также 8 весовых категорий. Там могли принять участие представители любого региона нашей страны. Там были ребята, в основном были ребята из Ковчега, некоторые ребята даже приехали из России. Как раз получилось, что на лето они приехали, они тоже приняли участие, их показали хороший результат. Были ребята из Ковчега, даже парень из Ковчега занял первое место, получил лично от Николая Ивановича Дудогу приз этого живого барана. Также все ребята, все призеры получили ценные подарки и призы. Еще есть какие-то планы, какие-то мероприятия? Да, мы планируем на этой неделе, еженедельно мы проводим по одному мероприятию. На этой неделе мы планируем сделать выезд с молодежью в монастырь, чтобы они... Вы частенько ездите в монастырь вместе с Новой Гагаузией, да? Да, Новая Гагаузия. Последние 2 недели выезжало еженедельно. взрослое поколение. Теперь мы решили, что нужно и молодежи показать наши святые места. И Как молодежь относится к
таким мероприятиям охотно ездите? Да, очень даже положительно, даже иногда не выделяется какое-то определенное количество мест, и То есть больше желающих, да, чем может пытаемся, да, вовлечь всех. Если кто-то поехал в прошлый раз, стараемся как бы не повторяться и всех активных привлекаем. Ну а куда-то вот на море, куда-то не планируете с молодежью отдыхать? Ну, в августе мы планируем провести большой форум всей Гагаузии, который... То есть с пользой, да? Да, Форум, провести форум, но где-то... Да, но где-то мы планируем уехать на 2 дня провести форум, который будет нам помогать, также поможет нам познакомиться со всеми ребятами, потому что мы не всех еще знаем. Также пригласить известных людей, которые могли бы чему-то молодежь научить, также известных политиков, которые могли бы преподнести какой-то урок для нас. Кого, к примеру, вы видите, кто для вас известный политик, который может дать хорошие... Сегодня у нас также есть очень много выходцев именно с нашей молодежной организации, которые сегодня достигли высоких результатов. У нас сегодня председатель Народного собрания Владимир Михайлович Пса, это выходец нашей молодежной организации. Виталий Чолак сегодня является заместителем министра Министерства информационных технологий, сейчас оно называется Агентство публичных услуг. Вот он является вторым человеком. Также у нас есть много ребят, которые являются сегодня успешными предпринимателями на территории Гагаузии, тоже выходцы с нашей молодежной организации. Мы в первую очередь хотим пригласить этих людей для того, чтобы они рассказали на своем личном опыте, как они достигли этого результата, что сегодня не обязательно уезжать за границу, чтобы стать предпринимателем, либо политиком, министром, хорошим директором, руководителем и так далее. Кроме того, есть много предпринимателей и политиков, которые осуществляют свою деятельность не на территории Гагаузии, на территории других регионов нашей страны. Также Вы хотите их тоже пригласить? Да, мы хотим пригласить их для того, чтобы они могли рассказать молодежи на личном примере, как достичь... Поделиться опытом. Да, своим поделиться своим опытом, да. Кого, к примеру? Кто Из предпринимателей, предпринимателей у нас сегодня есть Григорий Ильич Марари. Также у нас мы были на замечательном предприятии, это в городе Фарзе, свободной экономической зоне, это у Николая Георгиевича Луцка. Это пример, я считаю, для молодежи, потому что сегодня тот результат, который он смог достичь, сегодня могут ему позавидовать многие предприниматели из нашей страны. Тот оборот, те условия, тот заработок, те условия, которые он предоставил работникам своего предприятия, это сегодня не каждый предприниматель может создать. А вот образование, где молодежь сегодня наша получает? Только в Камрадском университете или уезжают куда-то и не возвращаются потом обратно? Сегодня наши ребята получают образование и в Европе, и в России, и в Кишиневе, и в Тирасполе. Также благодаря ходатайству Николая Ивановича Довлу наши молодые ребята поступили в Суворовское училище, которое открылось в городе Тирасполе. А сколько ребят? Давалось 10 человек, но только те, которые заканчивают 4 класс. Многие родители боятся отпускать своих детей, маленьких, да, которым по 10 лет. Но в этот раз, по-моему, 5 либо 6 человек наших ребят едут. В прошлом году 13 поехало по ходатайству Николая Халампевича, а в этом году вот 6 ребят едут поступать в 5 класс в Суворовское училище. Это хороший шаг. Вот даже приходят родители, собирают документы вместе с детками, у деток прям глаза горят, они прям очень хотят поехать туда и посмотреть что-то новое для себя, хотят стать военными. Даже сегодня вот был мальчишка, он прям очень сильно хочет. А вот куда-то в европейские страны, вот вы не ездите с молодежью по обмену опытом, не применяете такой опыт? Ежегодно мы выезжаем на какие-то зарубежные мероприятия. Мы были и в Болгарии, были в Беларуси, были в Бельгии, в Москве, в Брянске, в Голландии, в Люксембурге. То есть применяете опыт, который... Все, что возможно, все мероприятия, на которые мы можем попасть и принять участие, мы с большим удовольствием всегда стараемся попасть и учимся там чему-нибудь новому. Потом мы делимся со всеми нашими ребятами, которые есть в молодежном поле Новой Гагаузии. Какие еще проекты у вас в планах в
в будущем реализовать в Гагаузии? В планах в будущем, так, если брать на уровне нашей молодежной организации или вообще в целом? На уровне молодежной организации сегодня мы обсуждаем. На уровне молодежной организации, вот Кристина сказала, что до конца этого года мы планируем организовать большой региональный форум. Мы планируем пригласить туда более 500 молодых ребят, 500, 600, 700 ребят мы пригласим туда, там будут... Где вы будете организовывать? Мы планируем в каком-нибудь лагере, чтобы это было на 2-3 дня, чтобы было больше времени познакомиться, узнать друг друга и так далее. На таких мероприятиях мы, конечно, будем выявлять молодых лидеров, ребят, которые сегодня обладают потенциалом, А талантом. вот форум подразумевается, что вы будете обсуждать что-то, какие-то проблемы, да, что вы планируете? Программа нашего форума еще не готова, да? составлена, но часть этой программы, это, получается, будут у нас спортивные мероприятия, соревнования между ребятами. То есть вы акцент делаете все же на спортивные мероприятия? Нет, акцент у нас не на спортивные мероприятия. Потом мы будем делать встречу с известными людьми, это предприниматели, политики. Также мы обязательно пригласим, сделаем несколько тем, по которым ребята захотят... Как панели, да, обсуждать что-то? Да, обсуждать. У нас будут там тренинги, круглые столы. Ну, примерно такая программа у нас будет. 2 дня немало для такого форума? 2-3 дня, я считаю, что это нормально, потому 2-3 дня, да, больше потому что я вот тоже выезжал за границу на такие форумы, у нас 2-3 дня проходили вот такие мероприятия. Очень интересно. Что бы вы посоветовали нашей молодежи? Посоветовал бы более активно принимать участие в общественных организациях, быть подальше от политических партий. Сегодня наша партия – это наша Гагаузия. Сегодня мы должны ставить интересы Гагаузии превыше любых политических партий, интересов партий и так далее. Говорю, потому что они каждые 4 года приходят сюда, наше общество разделяет, уезжает, потом через 4 года опять приезжает. А молодежь расхлебывает. А молодежь, да, разделяет, молодежь забивает на все и просто уезжает за границу, и говорит, и ищет легкие пути. Молодежи сегодня надо быть активнее, пробовать себя везде, пробовать себя и в политике, и в бизнесе, и в других сферах. Надо идти на выборы, идти как кандидаты в муниципальные советы, в примары, в депутаты, пытаться открывать свое дело, писать проекты и так далее. Любые проекты, которые даже представляет нам Европа, поездки какие-то, любые такие проекты, нужно во всем принимать участие. Болгария, вот даже сейчас знаю проект Гамкон, там они организовывают поездку в Словакию и в Бельгию. А ваша молодежь участвует в этом проекте Гамкон? В этом проекте мы не подали заявки, мы чуть поздно очнулись, и мы не подали заявки в этот проект, но я бы посоветовала ребятам, которые проекты есть, не упускать шансы и везде участвовать. Также не смотреть ни на какие политические партии, потому что наша организация принимает ребят со всех партий, будь то любая партия, какая бы ни была в Республике Молдова, мы не смотрим на партию, главное, чтобы продвигать молодежь во все сферы. Их интересы и взгляды, помочь им реализовать себя. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Телезрителям напомню, что вы смотрели передачу «Дискуссия». Спасибо вам и до встречи в эфире.